Первый археолог появился на Коми-Земле еще в 1957 году. В те годы наш регион был одним сплошным белым пятном для ученых. Благодаря Элеоноре Савельевой это самое пятно стало заметно меньше. Ее полевые вылазки пополнили копилку исследований нашего края. Ее находки среди экспонатов Национального музея Коми и даже Эрмитажа. В Санкт-Петербурге хранятся бронзовые предметы из Ухтинского и Подчеремского кладов, а также ритуальные чаши из дерева и серебра из Вислянского могильника. Их Элеонора Савельева нашла в Книжпогодском районе Коми. Совершенно случайно. Могильник молодой специалист обнаружила еще в 1961 году. В погребении были мечи, железная кольчуга, украшения, поясные наборы. Сегодня археолог признается, где копать, ей подсказывала интуиция. Вот вы себе не представляете, наверное, что значит вот воткнуть лопату и найти то, к чему никто до тебя не прикасался, понимаете? Это произошло сотни лет, тысячи лет тому назад, и ты открываешь новый мир. Это очень интересно. И это студентам интересно. Элеонора Анатольевна не только ученый, еще и педагог. Первый декан исторического факультета Сыктывкарского университета ставила перед собой задачу – научить учиться. Сработало, по ее стопам пошли. Целая команда воспитанников нашла свое призвание в археологии. Их все состоялись. Учителя, краеведы, политики, организаторы экспедиций и не только. Она еще и замечательный популяризатор науки. Она в свое время делала очень интересные передачи на Коми телевидении об археологах, об их открытиях. Можно ее считать матерью Коми археологии, ну, наверное, сестрой Коми журналистики. А еще Элеонора Савельева из тех, кого называют просветителями Коми края. Доносить знания о прошлом нашей республики до ее жителей ей помогало телевидение. Археолог стала автором десятков фильмов и передач. Иван Справедливый, Олег Жуковский, телеканал Юрган.